Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. С 1 июля планируется ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги. Об особенностях установления цен на электрическую энергию для населения и приравненных к ней категорий потребителей мы сегодня поговорим с гостем студии Николаем Бочковым, председателем Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха. Николай Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Расскажите, как изменятся тарифы с 1 июля текущего года? Да, у нас ежегодно, конечно, со второго полугодия в Российской Федерации меняются тарифы, в том числе на электрическую энергию. Здесь хочется отметить, что регулирование цен и тарифов у нас осуществляется полностью в соответствии с действующими федеральными нормативно-правовыми актами. И последнее повышение цен у нас было в декабре 2022 года. То есть следующее повышение происходит у нас через 1 год и 7 месяцев. Это достаточно длительный период, конечно, и в структуре организации, экономики в целом, конечно, были изменения. Вот тарифы у нас меняются в соответствии с доводимым предельным ростом тарифов от Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, так до субъекта Республики Саха-Якутия был доведен предельный рост в 8,9%, поэтому у нас рост тарифов на электроэнергию с 1 июля ожидается на 8,9%. То есть у нас тариф был 7 рублей 88 копеек, будет 8 рублей 58 копеек. То есть на 70 копеек растет тариф. Но у нас большая часть населения проживает в сельской местности, поэтому для них тариф установлен для сельской местности с учетом коэффициента скидки, так называемый 30%. Там тариф у нас был 5 рублей 53 копейки, будет 6 рублей 1 копейка, то есть на 48 копеек. И тоже это 8,9%. Вот. Но основными изменениями, конечно, здесь хочется отметить, стали изменения в федеральных нормах, требования по установлению тарифов с объемом дифференциации, так называемым. Вот, то есть эта норма давно проходила слушания в Государственной Думе, и в прошлом году этот закон вступил в силу. Поэтому у нас 1 июля вводится так называемая дифференциация. Это 3 диапазона потребления. Первый из диапазонов потребления, который у нас составляет 11 160 киловатт на одну семью, то есть на одно домохозяйство. Это достаточно большой показатель. Здесь хочется отметить, что в среднем у нас потребление составляет одной квартиры где-то от 550 до 750 киловатт. То есть норма практически выше в 12-14 раз, да, выше, чем среднее потребление. С чем связано вообще вот введение дифференциации? Да? В первую очередь, конечно, это борьба так с называемыми не совсем добросовестными потребителями, которые ведут коммерческую деятельность в жилых помещениях, то есть без регистрации, так называемый, в том числе и теневой бизнес, который дает нагрузку, конечно, на энергосистему, и гарантирующие поставщики, электросетевые организации, они вот с этим борются. Поэтому, когда среднее потребление по квартире начинает зашкаливать, и это видно, то вот здесь будут уже применяться тарифы. Кто перейдет за этот порог в 11 тысяч, тут будут применяться уже тарифы выше. То есть там где-то для юридических лиц, где-то будет тариф практически приравненный. Вот. Такие изменения грядут. Я думаю, что такой порог позволит защитить практически 99,9% населения. То есть никто за этот порог, по сути своей, если вы проживаете в своей квартире, занимаетесь исключительно потреблением бытовым для собственных нужд, а не для коммерческой деятельности, то никаких проблем с этим не должно случиться. Плюс мы и не забываем про показания от электросчетчиков, которые иногда бывают, что просто не передают в организацию показания на протяжении нескольких месяцев. Да, такая проблема существует, согласен с вами. В том числе данная мера, конечно, должна, наверное, усилить дисциплину потребителя по передаче этих показаний счетчиков. Напомню что у нас в соответствии с законодательством обязательства по передаче счетчиков с 23 по 26 число, в большинстве своих случаев, в некоторых организациях это с 20 по 25, например, как у нас в городе Якутске Энергосбыт, да, принимает показания по электросчетчикам. Если вы эти показания своевременно не передаете, то, соответственно, расчет и перерасчет по этим показаниям, если вы, например, 3 месяца не передавали, потом на 4-й месяц сдали эти показания, то в 4-м месяце только весь этот расход энергии и попадет. Он может быть плюсовой, а может быть минусовой, конечно. Но здесь нужно понимать, что если он будет плюсовой, то
и дифференцированный тариф будет применен в этом месяце. Потому что за предыдущие месяцы организация уже закрыла свои и бухгалтерские как бы документы, да, и налоговые там отчетности, и прочие отчетности. Поэтому все делается текущим месяцем как расчет в текущем периоде. Организации, в свою очередь, имеют обязательство проверять прибор учета, ну, контрольную сверку, так называемую, делать не реже одного раза в полгода. То есть это и контрольная сверка показаний, проверка знаков визуального контроля, пломбы, то есть проверяются, да, и проверяется вообще целостность прибора учета, то, что он рабочий, в нормальном рабочем состоянии. Да, вот только хотела спросить про электросчетчики, потому что, по-моему, сейчас уже не сталкиваемся с такими ситуациями, когда была сорвана пломба или счетчик был неисправлен. Например, крутит не в ту сторону. Ну, я думаю, то, что время, конечно, проходит, и сейчас обязательство по установке приборов учета лежит на как раз энергокомпаниях, поэтому они раньше счетчики принадлежали потребителям, а сейчас принадлежат энергокомпаниям. Поэтому энергокомпании обеспечивают более, так сказать, безопасность этих приборов учета, закрытость там и так далее. Антивандальные сейчас коробочки там всякие есть и так далее. Вот. Николай Владимирович, я предлагаю вернуться к диалогу о дифференциации, потому что ведь когда частный бизнес открывается в квартире жилого дома, предприниматель или тот, кто занимается бизнесом, обязан оформить это помещение как нежилое. Вот там же другие тарифы рассчитываются, Да, разве нет? конечно, дифференциация тарифов у нас на электроэнергию, она очень сильно дифференцирована для юридических лиц. Там порядка 6 ценовых категорий. В каждой ценовой категории есть возможность тоже там, выбора зональности приборов учета и так далее. Поэтому это, конечно, важные вещи. И тарифы для юридических лиц ну, выше, чем для населения, потому что население платит все-таки льготированное, да, и социально защищенную тарификацию. Вот, поэтому, да, это важно, то есть переводить помещение в нежилой, и чтобы у тебя потом в дальнейшем и не было проблем, конечно, с энергосбытом. Насколько я знаю, если это выявляется, то оформляется акт бездоговорного так называемого потребления, потому что потребление ресурса осуществляется не в бытовых целях, а в коммерческих целях, это актируется. Ну и далее там есть своя процедура, установленная нормативно-правовыми актами, которая соблюдает, чтобы потребитель оплатил то, что потребил. Соответственно, и ответственность они несут разную. Конечно, конечно. Скажите, а вот все-таки население, у них главная проблема — это когда всегда появляются новости о том, что вот повысятся тарифы, снова на какой-то процент проиндексируют. Идет недовольство. Почему опять, и чем это продиктовано? Ну вот все равно мы не можем этого избежать. Так устроена экономика. А вот что можно посоветовать населению, чтобы снизить расходы на электроэнергию? Ну, здесь, конечно, банальные вещи, может быть, прозвучат, да, но в первую очередь экономию начинать, конечно, с себя нужно. Экономия должна быть экономной. В первую очередь это замена электросветовых приборов, это энергосберегающие лампы. Может быть, сейчас вот всякие умные дома, да, выводятся, там, датчики движения. Ну, до такого, может быть, и не стоит доходить, но освещение обязательно энергосберегающее должно, конечно, уже внедряться, потому что лампы накаливания перестали производить, только энергосберегающие лампы. В том числе потребление бытовых приборов, оно тоже сегодня делится на классы, там, от А до С. По возможности, конечно, стоит пользоваться приборами, которые имеют класс экономии А, то есть потребляют меньше ресурса при том же КПД. Да? Ну и, наверное, очень много я слышу и встречаю, что люди в период начала отопительного сезона либо в конце отопительного сезона подключают электрообогревательные установки, так называемые дома, да, просто там либо пушка это может быть, либо просто масляный радиатор, потому что дома холодно, потому что центральное отопление либо не справляется, либо, может быть, дом нехорошо утеплен. Да. Здесь, конечно, стоит обратить внимание на утепление оконных проемов, может быть, где-то в стенах есть, так скажем, продувание, да, поэтому нужно обеспечить, конечно, изоляцию тепловую у себя в помещении, чтобы не пользоваться вот электронагревательными установками. Они больше всего, самые энергоемкие, конечно, и они больше всего потребляют электрической энергии. Ну, чтобы ограничить, так сказать, возможность подключения вот этих электроприборов. Ну, в принципе, вот в этом направлении. А вот принято еще считать, что если какой-то включенный электроприбор остается в розетке, то обязательно электроэнергия начинает мотаться. А связано, например, это с зарядным устройством для телефона, когда он телефон не заряжает, а по-прежнему начинает
Ну, нет, конечно, это миф. В аккумуляторе, наверное, может быть, в адаптере в самом есть какая-то маленькая доля накопленной энергии, но если на конце нету энергопотребляющего устройства, которое потребляет энергию, конечно, это как и вода, ток останавливается в тупиковой, как сказать, в сети и дальше не идет. И потребление не осуществляется. Но лучше адаптеры вытаскивать из розеток просто по причине того, что они могут нагреваться и Потом неисправно да, работать. потом неисправно работать. Ну, Конечно. такая же история, наверное, связана и с телевизором, когда он не потребляет энергию, а по-прежнему остается включен в розетку. Здесь, да, стоит отдать должное людям, кто регулярно перед выходом из дома проверяет включенность приборов в розетки и отключает, конечно. Ну, мы же тоже не застрахованы. Я не думаю, что у каждого дома стоит электрозащита, которая может от перепадов напряжения нас уберечь. Давайте еще кратенько поговорим о том, какие стратегические задачи стоят вот перед вашим комитетом на этот год. Так, ну, у нас очень большая сегодня работа ведется по разработке новых нормативов потребления коммунальных ресурсов. Это изменение федерального законодательства, да, и требования у нас о введении этих новых нормативов с 1 июля 2025 года. Мы их планируем ввести. Это очень, так сказать, большой труд на самом деле, потому что данные нормативы, данные показатели могут сильно задеть другие параметры регулирования. Это начиная от баланса топлива, заканчивая там и объемами реализации, ну и, соответственно, влиянием на сам тариф. Здесь очень нужно такие точные расчеты проводить. Мы сейчас их уже практически закончили. Наша задача сейчас, так сказать, все заинтересованные стороны ознакомить с этим и принять коллегиальное решение. Вот. Также задачи стоят, конечно, по цифровизации вообще, так сказать, ценовой политики, работы комитета, потому что нужно максимально переходить в цифровой формат, дабы уменьшать человеческий фактор ошибок, потому что мы работаем с очень большими массивами данных цифр. Вот, и, конечно, человеческий фактор здесь может сыграть, и, не дай бог, какая-то ошибка закрадется в расчеты. Это потом может сказаться плохо и на деятельности организации, которую мы регулируем, либо на потребителе, который потребляет эти ресурсы. Вот. И, наверное, еще одной из таких больших задач это стоит работа по разработке новых методических указаний. То есть мы то, что не утверждено на федеральном уровне, предполагается и дается возможность утвердить на региональном уровне. Соответственно, разработкой таких нормативных документов по методикам расчета тарифов, в том числе с учетом вот недавно вступившего в силу закона о северном завозе, мы тоже планируем разработать и внедрить на территории. Вот такие задачи. Я думаю, эти задачи будут более чем исполнены, причем с очень хорошими показателями. Спасибо вам большое, Николай Владимирович, что нашли сегодня для нас время. Рады будем вас видеть в нашей студии еще. Спасибо вам. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.